В осетинском фольклоре есть много пословиц, характеризующих значение матери, и все эти изречения говорят одновременно и о ее безграничной любви и нежности к детям, и о беспрекословном авторитете матери. Это было в далеком прошлом, но и сегодня у осетин, как и во всем мире, мама – самая уважаемая личность в жизни и самый любимый родной человек. О таком человеке мы и поведаем вам сегодня. Это мама и преданная жена, и невероятная мама, особенная и почти святая. Однажды, ступив на якутскую землю, она решила отсюда больше никуда и никогда не выезжать. Ведь здесь она встретила свою любовь, которую, как якутские снежинки, вскружила ей голову навсегда. Когда садился самолет, снег увидела такой шикарный, как бриллиант, просто сверкал, чистейший снег. Я сказала, я больше никуда не возвращаюсь. Мама приехала сюда из Северной Осетии в зиму в осетинских тонких сапожках. Мой дядя, старший брат моего отца, был сослан в 1937 году сюда. Ему было 18 лет всего. Он остался здесь, туда больше не уехал. У моего дяди жена была якуточка, очень шикарная женщина, добрейший души человек. Анна Александровна, царствие небесное, она в 92 года ушла от нас, ей 12 лет назад. Вот у них девочка, дочь, была свадьба. И мы с моим другим дядей, младшим братом моего отца, и я прилетели сюда на свадьбу. В общем, дядя мой улетел, я ни в какую, нет, я больше никуда не хочу, я буду здесь жить. В общем, месяц нахожусь здесь, второй месяц, потом я устраиваюсь на работу в Аэрофлот. Значит, меня устроили там на работу, касса, и напротив кассы вход со стороны площадки, вот как где сейчас главный вход в старом порту. И там между двумя дверями стоит мужчина. Стоит долго, там самолет задерживался. Чуть ли не сутки там стоял, на меня смотрел, а потом я обращаю внимание и вызываю главного бухгалтера со второго этажа. Галина Аксентьевна, пожалуйста, подойдите ко мне, спуститесь. Что случилось, Аза? Идите, я вам покажу что-то. Она приходит, и ей показываю. Вот видите, там мужчина стоит, да? Я за него замуж выйду. Я его знать не знаю, кто он, что он. Ученый, водитель, сантехник, абсолютно не знаю, ни национальности, ничего. Она говорит, Аза, ты что? Он же уже в годах. В годах. Ну и что? А он в свое время своих знакомых вызывает. Иванцовых, был командир корабля на 24-м летал. Срочно приходите в час ночи. У меня ночная смена была. Это на мою невестушку посмотрите. То есть они абсолютно не были на тот момент знакомы? Мы не знакомы были. Вот он вот этим своим знакомым, это первые знакомые в Якутске его знакомые, мы до сих пор дружим. А он им говорит, а он улетал к своим родителям, это были каникулы. Я вам даю задание к моему возвращению, узнайте, кто она, что она, замужем, не замужем. И поехал. И получилось так, на Можайского они получают квартиры, и моя тетя, и вот эти Иванцовы. На одной и той же площадке. Я прихожу, тоже я не знаю их. Захожу домой, 29-я квартира, и говорит, те спрашивают, Анна Александровна, кто эта девочка? Это уже племянница. Так ее же ищет мужчина. Ну, таким образом познакомились вот через них. Мы долго отказывались, моя тетя запрещала. Нет, это взрослый человек. Ну, познакомились, и все, в течение 5 дней мы женились. За 5 дней. Я никого не спросила, ни брата. Это новые подробности, я не знала. А почему мы должны были спрашивать? Они даже, да, я им никогда не рассказала. Ни брата, ни дядю, никого. Вот. И действительно, я за него выхожу замуж.
Я не могу даже сегодня ответить, что это было. Он из города Генджа. Но он закончил школу, после школы пединститут имени Зардабиев, Кировоградский педагогический институт. Потом это был 72-й год. Раньше же как, 3 года надо отработать. Эти 3 года он отработал учителем физики. И потом уехал в Академгородок в Новосибирск. А почему уехал? Поступил в аспирантуру. Начал там преподавать, в физмат-школе преподавал и в институте математики. В то время, получается, когда он работал, там очень много у него было студентов физикути. Он неоднократно на лекциях замечал, что у студентов САХА очень необычный ход мышления при решении тех или иных математических задач. И поэтому ему было интересно поработать. Когда вот эти физмат-школы открылись в Кишиневе, в Москве, в то время Ленинград, ныне Санкт-Петербург, Новосибирск и 5-я вот якутская школа, это его, он основал. Это в 1972 году, да. В 1971 приехал зимой, в 1972 уже открылась школа. Приехал он так, что сделал такой, как говорят его же ученики, неоценимый вклад в развитие образования. Сегодня его ученики, очень многие здесь успешные люди, которые, что приятно, всегда с благодарностью вспоминают. Конечно, большая благодарность всем ученикам папы, потому что ушел папа, конечно, рано. 55 лет ему было всего лишь. Тогда, да. Тогда, когда умер, да. Тогда, наверное, по тем годам это считалось достаточно такой взрослый, а сейчас как будто и молодой. Ученики так и говорят. Нам тогда казалось, что... Вот когда им 40 лет было, он школу когда открыл, 40 лет ему было, они говорят, нам, говорит, тогда казалось, оказывается, он наш ровесник был. И такие дела, говорит, воротил. Мы, говорит, в этом возрасте, вот нам 40 лет, Севиль Германовна, мы, говорит, боимся даже куда-то пойти туда, вот в обком, в то время, говорит. Да. Они удивляются очень. А потом они сейчас тоже... Вот им уже 67 кому-то, кому-то 65. Боже мой, Исмаил Шахбазович, оказывается, такой молодой ушел. Нашу героиню с красивым именем Аза ученики ее мужа называли не иначе, как Севиль Германовна. Этому в свое время удивлялись даже сами девочки, дочки Исмаила Шахбазовича. Но тому есть объяснение, и очень даже романтичное. Это с языка турецкого, азербайджанского, любимая. Поэтому он меня сразу переименовал, я согласилась. Потом говорю, а что это такое? И все, и его ученики и соседи, все меня зовут Севиль до сих пор. Севиль Германовна. Да. Вот до такой степени. Папа настолько постоянно маму Севиль, 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 Севиль. И, в общем, это так зажилось, прижилось. Очень многие потом говорят, ой, Севиль Германовна, как, привет передавайте, как здоровье. Я говорю, хорошо, говорю, мама нормальная. Потом я говорю, не Севиль, говорю, Аза Германовна. Как это? Вот так вот. Севиль же, я говорю, это папа, говорю, так называл. Почему-то очень многие... Они ревновали, что папа, это же папа назвал, почему люди называют? Как-то было удивительно это, да, немножко. Это все знакомые меня переименовали на Севиль. Сейчас даже, говорю, 74-й выпуск особенно, вот они всегда парни. Севиль Германовна меня зовут. Парни, эти парни уже дедушки. Да, они уже и так вот 65-67. Мамы так и называют Ванечка, там Сашенька, вот это вот все. И мы так, главное, их запоминаем, а там такой Ванечка, там или кто там, родитель годится. Ванечка, дедушка. Доктор наук, да, там преподаватель университета. Ну, их так называл вот Исмаил Шахбазович, поэтому... И они отзываются, Ванечка. Каждый раз, когда они бывают у нас дома, не обходится без общего фото на фоне портрета. Папы с нами давным-давно уже нет, но его дух, он всегда с нами. И это та самая квартира, в которой жил папа, творил. Та самая квартира, где постоянно проходил обучающий процесс. Ученики, студенты с физико-математического тогда еще факультета.
которые в последующем стали, ну, кто кандидатами, кто докторами наук. И сейчас я не могу точно сказать, но еще пару лет назад рекорд подготовленных специалистов, именно научных деятелей, да, кто имеет статус кандидата или доктора наук, ну, рекорд папы еще не побит. Дипломники. Берут 1-2 дипломника, у него было их до 20. И он приходил вот, ну, синий, серый. До часу ночи занимаются вот их семинары, которые потом эти студенты, да, которые уезжали с докладами в Кишинев, в Новосибирск, в Москву. Здесь народу было... Ну, движение постоянно всегда, было. Да. У нас очень 5000 томов книги были. Все наши стены, абсолютно все, кроме, не знаю, спальни, были забиты полками. Были такие специальные, заказанные, деревянные стеллажи, встроенные. И они были вот на самом деле с пола до потолка полностью забиты математической литературой. Папа был вот такой нигилист, он признавал только математику. И, конечно, если бы он был жив, наверное, я думаю, даже ты была бы математиком, поверь мне. Точно. Вот. Это правда. И у нас был такой спорт, ну, как бы, как сказать, ну, я-то еще погоду обезьяна, но все мы любили лазить по этим полкам, потому что они же были как бы такие, ну, как сказать, такие... Каждый по-своему использовал эти стеллажи, да? Кто для книг, кто для скалолазания. Ну, маленькие-то когда, конечно. Вот. И самое интересное, даже ни одна книжка бы вот не падала, ни журнал, ни книжка, там математические журналы были, их было очень много. Да, научная литература, математика, подаренные книги разными там академиками, корреспондентами, вот даже Шафер, Черский, они у нас даже в гостях были. Представляете, это какие люди были в этом месте, на нашу свадьбу пришли. Ну, не свадьба, так, вечеринка была, не громкая. Это такие, боже мой, я их до сих пор, по мне волос шевелится. Мне очень интересно было, это что-то было с чем-то. И говорю, боже мой, до них тянуться, еще раз надо родиться. Вот Исмаил Шахбазович, он был интереснейшим человеком, умнейшим человеком. Разница у нас 19,5 лет. Но абсолютно я никогда не почувствовала, что он настолько старше меня. Я же не зря вдова Алиева. Я так замуж больше не вышла. В 1987 году его не стало от инфаркта. Эмильчике было 5 лет. Зиба пошла в 1 класс в сентябре, в ноябре уже его не было, не стало. Я замуж так и не вышла. Мой дом посторонние не посещали, кроме моего брата. Я посвятила все, что я могла, умела, работала. Я сама проработала почти 40 лет в университете бухгалтером. Вот, ну, вот так и живем до сих пор. Решила так, я считаю, что это правильно. Я считаю, что это правильно. Я сохранила честь своего мужа, своей семьи. Поэтому это для нас такой образец и пример, потому что на протяжении всей жизни папы, ну и после уже, то есть она несет вот это его знамя памяти. А вообще, если говорить о нашей семье, то ну вот эти истории, которые мы слышим от учеников, там, от мамы, как бы для нас с детства, так или иначе, мама была тем образцом супруги, которая целиком и полностью поддерживала и посвящала всю свою жизнь своему вот мужу, да. И когда вот ты сейчас вот в взрослом состоянии вот это понимаешь, осознаешь, переосмысливаешь, ну, понимаешь, насколько большой вклад. То есть приходят студенты, обязательно мама, ну, во всех лучших традициях обязательно накроет стол, потому что она всегда заставляла, говорит, обязательно нужно питаться, мозгу нужно подкрепление пищи в том числе. Кстати, вот Зиба закончил физмат-школу, 25-й выпуск, но это уже при Шамаеве Иван Иванович. Вот по поводу математики. Вот у меня с математикой почему-то вот совсем никак. Вот я гуманитарий, это говорили все учителя. Это даже тест, который специально мы проходили, профориентационно по психологии. Ну, говорили. Кстати, так и сказал мой психолог школьный, Зинаида Николаевна Платонова, что Эмилия – это прямо человек, которому нужно общаться с людьми, ну,
журналист, как вариант. Вот, ну, вот получился вариант отличный, да? Что касается сестры, то... Я сказала, не будет математиков больше в одной. моем доме, хватит. Если коротко охарактеризовать ну, вот всю нашу вот эту жизнь, то мы, я думаю, Зиба подтвердит, мы воспитывались в тотальной любви, поддержке, да, но при этом воспитательный процесс у нас проходил в максимальной строгости. Поэтому что-то лишнее когда-то, ну, либо в школе, либо в студенческие годы, ну и дальше там уже, в принципе, да, по определению можно было, ну, сложно было что-то представить, что мы как-то отклонимся от нормы, потому что мы всегда знали, что не дай бог, что мы что-то не так сделаем, нам за это дома прилетит. И прилетит нам не по-детски, и мы понимали, ну, как бы за это всегда ответственность. Потом был такой момент, что когда мы еще были школьницами, вот физмат-школа, ну, республиканская физмат-школа, да, основателем которой и первым директором был наш папа, организовывали вечера памяти, посвященные папе. Там выступали разного рода ученики. Естественно, это люди уже состоявшиеся, естественно, это люди уже, ну, культуры и вот, ну, такая вот составляли, как сказать, такую вот уже, ну, начинку якутской интеллигенции на тот момент, того времени, да, ну и сейчас. Это люди, кто там был кто-то депутатом, кто-то занимал какую-то должность. То есть все это накладывало, ну, общество нас в том числе воспитывало. И я помню, Екатерина Семеновна Никитина, заведующая кафедрой, которую когда-то возглавлял папа, она как-то на одном из вечеров такой памяти, я запомнила эту фразу: «Мы надеемся и верим, что дети нашего учителя вырастут такими же достойными людьми». Ну, то есть это дает такую, как бы, ответственность. Ты понимаешь, что ты, неважно, где ты в школе, где-то ты с друзьями, ну, ты несешь, что ты дочь того Алиева, и вот тебе куда-то вот нельзя уходить. Какие-то, скажем так, хулиганские движения проявлялись у меня? Конечно, естественно, да, но это было больше по работе. То есть я могла, ну, в газете я научилась, уже работая в газете, я научилась как-то ругаться. Я тогда поняла, что можно ругаться, но не просто чтобы поскандалить и все, а именно поругаться для того, чтобы добиться какого-то результата. Ну вот, к примеру, звонит в редакцию женщина, которая вот буквально месяц назад выписалась из роддома, мама-одиночка, и у нее в минус там 55, отсутствует отопление в комнате, то есть в квартире, она живет в одной комнате с помощью обогревателя. Ну, ужас же, страх, как она, кормящая женщина, находится с малышкой, да. Естественно, ты звонишь на управляющую компанию. Я помню, редактор говорит: звони и ругайся. Я говорю: я не умею ругаться, научишься. И вот действительно я как бы научилась. Сейчас я понимаю, что если, ну, как бы ругаться, то, ну, это крайний случай. Но если ругаться, то только для того, чтобы добиться какой-то цели. Ну, как правило, мне проще всегда ругаться за кого-то, для кого-то, чтобы добиться какой-то определенной справедливости. Для настоящего журналиста чувство справедливости и правды превыше всего. Ведь любой материал строится на этих принципах, что впоследствии и вызывает доверие читателей, зрителей и слушателей. Быть откровенным со своей аудиторией трудно, но еще сложнее заглядывать в самые потаенные уголки своей души, чтобы ответить на главные вопросы. Вот Эмилия, да, она без папы очень скучала. Она до 2 класса плакала. У всех папы есть, у всех папы встречают со школы. Только я, говорит, хожу сама, или ты приходишь. Я даже маме что-то предлагала, по-моему, с улицы найти. Да. Давай, говорю, я найду папу. Да, она плакала, ревела всегда. При моем брате я себе папу найду. Потом потихонечку успокоилась. Еще одно испытание для семьи Алиевых – это 90-е годы. Инфляция, товарный обмен, пустые прилавки. Жить тогда всем было трудно, а без мужского плеча вдвойне. Но Аза Германовна находила выход и в это суровое время. Особенно это касалось процесса воспитания девочек. Мы росли, конечно, здесь в 90-е годы. Тогда было вообще, в принципе, в стране неспокойно. А к тому же было очень сложно достаточно тем, кто живет только за счет своих каких-то ресурсов города.
То есть нет родственников из деревни и так далее. Многие выживали же все-таки за счет этого. А у нас такого не было. В 90-е годы разве кто-то жил хорошо? Всем давали, вот потом талоны вот, да, в систему вошли. Да. Когда начались вот эти, что уже вот есть нечего, ну так же было, пустые вот полки вообще. Я до утра могла не закрыть глаз, боялась, говорю, Господи, только чтобы мои дети от голода не умерли. Вот вы не поверите. Только вот этого боялась. А то, что я сама умела шить, и поэтому я, ну, как-то я не боялась, что они голые будут или еще что-то будут делать. Но что вот у нас дачи не было и так далее, все покупаем, до сих пор нет у нас дачи. Вот, я боялась, чтобы мы с голоду не умерли, мои дети, вот этого боялась. Потому что, ну, у нас как бы кормилица одна, мама была, и на тот момент и мама всю жизнь свою посвятила, кстати, работе, ну, университету. Я им не показывала, что вот мне тяжело или еще что-то. Я всегда говорю, у нас все есть, у нас все хорошо, и будет еще лучше. Ну, я же вас не обманула. Нет, у нас каких-то, ну, вот, правда, каждый день у нас, ну, мы, во-первых, наверное, воспитывались в том плане, как-то не проговаривая, но в таком духе, что мы умеем ценить каждую мелочь и каждую как радость. Да? Если нет негатива, уже радость, уже счастье. А в наше вот время, мне кажется, стабильность – это тоже прекрасный результат. Да? Поэтому, ну, если с детства, я не знаю, ну, вспомню, допустим, что я проснулась от того, что у меня что-то тикало под подушкой. Проснулась, а я такая, ну, типа, а Деда Мороза часы. Да? Или там, да, вот Новый год, постановка в детском садике, да, я выполняла роль Снежинки там, ну и вот мама сшила мне это платье, красивое, белое, такое вот расшитое, вот это все дело. Ну, и, ну какие-то они, ну они, мне кажется, они какие-то банальные могут быть, наверное, да, воспоминания сейчас, но я не могу, мне сложно выделить что-то одно, потому что... Слава Богу, у нас все проходило прекрасно, детство вполне себе такое счастливое. И сегодня я понимаю, что мама, нас воспитав одна, она нам дала гораздо большего, сумела дать, нежели, допустим, дети, в которых есть полная семья. Ну, в которых полная семья, где есть папа и мама. В свое время она отдала нас в воскресную школу. И мы ходили туда каждое воскресенье. Там разбирался какой-то из библейских, значит, сюжетов, где детям доходчиво объясняли, почему было так, там, что было принято тогда, и что есть хорошо и плохо. И я вот хочу сказать, что благодаря тому, что я прошла вот эту школу в свое время, во мне вот поселились эти знания, скажем так, и взгляд у меня всегда был на многие вещи уже определенный. И в подростковом периоде я уже четко знала эти границы. И за эти границы, конечно, и до сих пор, по сей день, да, уже там мне за 40, я не выхожу. Никогда. Вот за это я благодарна маме очень, что она вот смогла вот вложить в нас вот это. Она не всегда могла быть рядом с нами, потому что работа была такая, что с 9 до 6 вечера. Но в обеденный перерыв, кстати, она убегала с университета. Вместо того, чтобы обедать с коллегами, она шла и смотрела, пряталась за остановку 15-го, около 31-й школы. Мы же закончили, до 9 класса училась я там, а Эмилия вот до 11-го. Да? Потому что та дорога к Андрашвили была очень небезопасная. Мы не раз видели, как там просто, ну, скорая и так далее, и так далее. То есть такая история была. Да, а я... детей, да? Не только детей даже, но и вот я не знаю, смогла бы я или нет. Вот, мне кажется, все-таки у мамы в этом плане очень много энергии, силы, воли. Вот как-то я послабее. Она проверяла, как мы переходим дорогу. Ну и вообще, опаздываем мы или нет, и телефонов не было, а как вот и все. Вот она проверяла, значит, и шла обратно, убедившись, что ребенок перешел дорогу, ушел в школу, шла обратно к себе. Я их проверяла, и не зря. Вот я, сидя в университете, я видела, когда мои дети выходят, переходят, и вот я из окна смотрю, вот именно, я знала, это сейчас, а тогда конкретно было, во сколько занятие начинается, и во сколько заканчивается. Ни на минуту, ни позже, ни раньше. И я вот за Эмилию специально, это 3 класс или 2, я не помню, много
Больше 2 лет я ее учила переходить дорогу. Она все прямо КамАЗ же там, КамАЗы эти, да, большие тогда проезжали. Прямо перед носом, перед КамАЗом перебегает. И вот такой случай. Я встала, оделась, прибежала. Вперед к ней пришла, она идет. Встала, испугалась сама тоже. Потом как встала, меня увидела, вообще испугалась. Я сейчас Эмиля. Поэтому нет, я и внуков контролирую. Со стороны они даже это знать не знают, где они, что они. И они то же самое. Они не знали, где. Мама, а ты где была? Я рядом с тобой стояла. Я даже Эмилию... Тебе сколько лет было? 27. 27 лет даже я. Поклонник, он мне говорит, очень воспитанный такой, интеллигентный. Это 3 часа дня было. Человек энциклопедических знаний. Да. Лето, выходной день, да, то есть, суббота, редкий выходной день, а в редакции вы знаете, что в выходные дни всегда культурные мероприятия проходят. В общем, лето. Сам Бог велел принять невинное приглашение в кино. А молодой человек очень сильно не нравился маме, максимально. И тут я говорю, я в кино, говорю, она говорит, с кем? Я говорю, с коллегами, с девочками, знаю, что ей это не понравится. А мы на самом деле не в кино, мы просто хотели прогуляться по озеру, по берегу. Да, они гуляли вокруг. Мы, встретились. Красивая дорога. Я говорю, молодой человек интеллигентный, вот он, пиджак этот свой через руку держал, там, костюм, все дела. И тут звонок на мобильный. И максимально недовольный голос мамы. Это твое кино? Я ему вот так вот показываю, и мы с ним, у нас 2 головы, как юлы, начинают работать на все стороны, а мы ее не видим. Мама вот такая. У меня мама была такая. Вот она была такая сердобольная, очень... именно она все контролировала. Все. Аза Германовна воспитывала своих дочек в добрых и многовековых традициях Кавказа, и осетинских со своей стороны, и азербайджанских со стороны мужа. Однако, живя в Якутии, Алиевы приняли все, что их здесь окружало: и культуру, и традиции, и людей. Я осетинка, чистокровная, аланка. Мой муж чистокровный азербайджанец, турок. Всем конфессиям в моем доме со мной очень хорошо, очень легко, потому что я в первую очередь смотрю на человека. Мой зять старший, русский, из Ленска. Второй мой зять был Саха. Но его, к сожалению, 3 года как нет в живых. Он умер. Это Эмилин муж. У нас был официальный брак, и я меняла фамилию. Я не говорю, никогда не рассказываю о своей личной жизни, и многие об этом не знают, и, наверное, думают, что, что она не замужем до сих пор. Они ровесники были, очень хороший был. Ко мне он вообще относился, мама. Ты в телефоне, он у мамы, кстати, был записан как сыночек. Да, правда. У нас интернациональная семья во всех смыслах. Да, я не смотрю, мусульманин, кто он. Вообще не смотрю. Но раньше, если мама для нас такой больше был, как, с стороны мамы контроль, сейчас уже целиком и полностью мама наш друг. С мамой можно говорить уже на своем языке. То есть с мамой на сегодняшний день не скучно, не страшно. То есть мама – это друг, с которым мы всегда с сестрой советуемся, которая нас всегда как-то наставит советом. Но если раньше это советы были в такой, можно сказать, ультимативной форме, то сейчас она говорит, я тебе говорю такое мнение, но что ты там решишь, решай сама. Свобода полностью действий. Но я считаю, что, наверное, это идеальная модель воспитания детей, когда ты сначала контролируешь вплоть до того, как он дорогу переходит, а потом вечером наводящие вопросы задаешь, да? А в последующем уже, когда в ребенке сформировался определенный стержень духовный, да, ты знаешь, что куда-то там налево, направо с дороги он с этой ровно не свернет, и позже уже можно спокойно отпускать, так сказать, вожжи. И мы же выросли совершенно среди другого этноса, да? Здесь, в Якутии, на севере. Но тут я хочу сказать, что все наш воспитательный процесс,
он строился на, понятное дело, знании своих традиций и обычаев, но при этом с таким же максимальным уважением к традициям народа, среди которого ты вырос и растешь. Ну и, наверное, культура у нас так дошла, лично в меня, да, потому что сегодня, вот, когда я езжу где-то по миру, у меня, это вот, я не то что хвастаюсь, да, но есть у меня такое некоторое разнообразие именно национального серебра, потому что мне нравится. Это правда. И да, родственники, родные знают, что мне дарить, чем мне порадовать. Вот. Я считаю, что серебра никогда мало не бывает. Да? И когда я, допустим, нахожусь за пределами республики, я с огромным удовольствием надеваю. Поблагодарить бы хотела я эту республику, потому что здесь все хорошее для меня это здесь. И дети здесь родились, вырастили. С мужем здесь. Все это его дух здесь еще. Поэтому я никуда не хочу. Ну вот мама такая вот очень стабильная, верная, да, то есть на протяжении многих лет она, вот эту планку как бы держит. Вот. Якутия для наших героинь – это и дом, и родина. Здесь они встретили свою любовь, каждый свою. Здесь они работают и творят. Здесь и только здесь они чувствуют крепкую поддержку друзей и, конечно, своей мамы. Мама всегда нас во всем поддерживает, и это на самом деле так. И я, допустим, решила как-то принять участие в конкурсе красоты. Да? У меня там вес под 90 килограммов, да? И, значит, мой дружочек, товарищ, творческий друг такой, который организатор конкурса, мы что-то с ним разговорились про параметры. Я ему говорю, да кто вообще эти 90-60-90 придумал? Ну вот мы слово за слово с ним начинаем философствовать, разъяснять, выяснять вот это вот, обсуждать, мнение свое выражать. А я ему говорю, давай как бы покажем, что вот красота, она измеряется не в килограммах. Она либо есть, либо ее нет. Да? То есть даже если ты там под 90, то или там больше, или меньше, то все зависит от того, как ты себя несешь миру. И вот 80 килограммов, допустим, молодая женщина может абсолютно безобразно выглядеть, да, а другая же в этой же весовой категории, будет выглядеть как леди. Поэтому я помню, тогда пошла участвовать на конкурс. Из-за меня тогда отменили. Это был, по-моему, единственный конкурс, когда отменили выход в купальниках. Тогда казалось бы, да, что вообще происходит. Но мама тогда поддерживала. Если у тебя такая миссия, идея, окей, иди. Когда я участвовала там в музыкальном проекте «Две звезды», я решила вдруг, что я буду петь не поп-музыку или там джаз, да, а я буду петь оперу. Но если удивлять, то удивлять. Если заходить с чем-то, то надо что-то делать необычное. Остальное, как все или как несложно, это не мой путь. Конечно, мама тогда тоже в том числе всегда поддерживала. Отличная школа и умение что-то прочувствовать и вовремя поддержать, да, в какие-то моменты. Потому что мама поддерживает человека, который вносил вклад в образование, не жалея силы времени. И, по сути, можно сказать, что жизнь свою на алтарь положил. А здесь речь идет о каких-то, таких творческих, милых, безобидных проектах, то скорее всего, не мешала, а помогала. Что бы ни задумали дочки Азы Германовны, за какие бы проекты ни брались, она благосклонна. И к самим девочкам, и к их замыслам. Улетучились опасения, тревога и беспокойство. Потому что все уже пережито, пройдены все жизненные перекрестки. Сегодня мама уверена в дочках, как никто другой. Она знает, за ними крылья отца и род осетинских предков.
научивших их трудолюбию, заботе о ближнем, верности и любви. Бабушка наша, то есть, мама нашей мамы, да, она никогда никого не обсуждала и не осуждала. То есть это была в том плане такая вот сердобольная женщина, прям вот с широким сердцем, с широкой душой, с большим таким сердцем, которая помещалась, наверное, забота, внимание и любовь по отношению ко всем людям. И к соседям там, да. И она, когда кто-то к ней приходил и что-то там хотел нехорошее сказать, допустим, она всегда на это отвечала: Бог им судья. Я, сколько помню, вот мама у меня ассоциируется всегда с благодарностью Богу. Она, что бы там ни случилось, хорошее или... Она всегда говорит: слава Богу за все. Я благодарна всемогущему за все, за своих детей и за всю свою жизнь. Когда мы садились, у нас длинный стол такой был в кухне, садились кушать, мы не начинали кушать, пока отец не произнесет молитву. Они всегда с Богом жили. У меня 4 брата, и нас 6 было в семье. Обычная рабочая семья, хозяйство держали. Но при всем том, в этом хозяйстве, вот там, чтобы за скотиной ухаживать или еще что-то, никогда не участвовала. Мне никогда мама не позволила. Это мальчики даже. Поэтому я даже, грубо говоря, я даже корову не умею доить, хотя я из сельской местности. Огород, сад, аллеи розовые были, розовая роза, сирень, жасмин. Это двор, это было что-то, это сказка. У нас между этими вишней и так далее, всеми деревьями в саду, наверное, метр, может быть, 1,5, нет, наверное, метр. Канавы были прорыты, и там текла вода. А моя мама любила утят. Вот она их утром выпустит, много-много их выпустит, и они рано утром вот туда ныряют в эту и плавают. Вот я об этом иногда говорю. Если бы у меня здесь была бы дача, обязательно бы повторила то же самое. Вот этот сад вспоминаю, как мама за всем этим ухаживала. Свое масло сливочное мама делала, я это все помню. Пироги пекли. Пироги, и пироги, и все на свете. Конечно же, это теплый, уютный дом, уютный дом и теплая семья. Конечно же, все оттуда. Дедушка нашей мамы был максимально трудолюбивым человеком. И это тот самый человек, который, как мы помним, как мы знаем, в 1905 году есть документы, что он построил такой вот из красного кирпича огромный вот дом. Причем материалы тогда им были завезены из Турции. Вот. Настолько он много работал, что вот он ослеп, по сути. Да, именно от тяжелого физического труда. И всегда мама учила трудолюбию. И при всем, что не зная усталости, что ли. Вот надо. Вот люди старой закалки. Надо. Вот делаем и все. Без вопросов. И что там у тебя болит, устал ты, не устал. Просто делай и все. Что ты мне это все рассказываешь? Поэтому вот мама всегда делала, что надо. Просто делала. Говорит, я просто пру и все. Для меня мама — это в первую очередь забота и защита. Мама — это какая-то гармония, уют, как внутриутробно, как будто ты в своем каком-то плодном пузыре. Вот. И я рада, что... Я, конечно, сама мама, да, но я рада очень, что я ребенок, я счастлива просто, что я являюсь ребенком, у которого есть такая огромная защита. Вот просто вот как вот материнское такое ложе, и я до сих пор в нем нахожусь. Я это ощущаю, эту защиту, поэтому я всегда уверена, всегда спокойна за себя и за своих детей, и за мужа, потому что это поддержка всей моей семьи. Она стала врачом. И что она делает? Она берет самое первое, видит, когда рождается ребенок, и вот эту новую жизнь она берет на руки. Это разве не гордость для мамы? Это, не знаю, Господи, благодарю. Это чудо. Когда это чудо
рождается жизнь, с этого и начинается, когда рождается ребенок. И второе, а вторая дочь моя, ну как, я горжусь своей дочерью. Это вообще что-то с чем-то. Она все, она и журналист, она и пишет, она и что только она не делает. Просто журналист. Я действительно горжусь своими детьми и очень благодарна всемогущему, что мои дети порядочные. И я, в общем-то, горжусь тем, что меня так воспитала моя мама. У нас всех в семье детей мама нас воспитывала. Когда-то, если парни слишком, там, 16 уже лет было, не слушаются ее, это была, конечно, редкость, тогда уже отец подключался. Мама для меня – это все. Мама – это для меня, наверное, в первую очередь ассоциация с домашним теплом, уютом, местом, где тебя всегда поймут, выслушают. Это такой какой-то отдельный космос, энергия которого тебя всегда поддерживает, независимо от того, где ты находишься и какой у тебя род деятельности. Ну и молитва мамы – это сила, которая тебя всегда убережет. Мать всегда будет особенной и святой для своих детей. Ведь каждый из нас с самого рождения ощущает на себе безграничную любовь и защиту, которую способна отдавать только мама. Истинный ангел-хранитель. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.